В эфире Якутия 24, такой футбол, и Власий Сергеев. Мы говорим только о футболе. Позади 62 матча, в которых участники Мундиаля забили 161 гол. Впереди нас ждут две главные игры чемпионата мира. Уже сегодня в 23:00 по якутскому времени сборные Англии и Бельгии оспорят бронзовые медали турнира. Грядущий матч мы обсудим с экспертом-аналитиком, главным редактором газеты «Эхо столицы» Александром Прокопьевым. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, действительно нас ждут очень интересные игры. Очень жаль, конечно, то, что чемпионат мира уже подходит к концу, но ничто не вечно, как говорится. Мы знаем, что команды Бельгии и Англии встречались на текущем мировом первенстве в рамках группового этапа. Тогда со счетом 1-0 победу одержали бельгийцы. И как вы думаете, вот в данном противостоянии, в бронзовом финале, кто и за счет чего окажется сильнее? Ну, во-первых, кстати, действительно, то, с чего начали, действительно очень жаль, что такое событие такого грандиозного масштаба подходит к концу. Вот действительно, я сам присутствовал на первых матчах чемпионата, и ощущение праздника, ну, такое было невероятным, да? И настоящий праздник футбола. И вот чем ближе к финальным матчам, ну, тем больше грусти, что ли, что этот праздник подходит к концу. А по поводу вот того, что уже Бельгия и Англия встречаются второй раз на этом турнире, ну, мне кажется, что тот матч все-таки не должен быть таким ярким показателем, потому что, в принципе, уже к этому матчу обе команды свои задачи решили. И даже более того, мне показалось, что Англию, как и Бельгию, устраивал счет 1-0 в пользу бельгийцев, потому что по дополнительным показателям Англия шла тогда на первом месте. Если бы они сыграли, допустим, в ничью, что также устраивало обе команды, в принципе, да, то Англия бы выходила с первого места, и она попадала бы в куда более сложную сетку. У меня вот есть знакомые англичане, с которыми я вот играю в чемпионате Англии по бильярду, и потом они в соцсетях смеялись. Кто выиграл в этом матче? Бельгия или Англия? Да. И многие сошлись на том, что на самом деле выиграла Англия, потому что они попали в более слабую сетку. Конечно, они сразу попали под колумбийцев. Я думаю, они, наверное, не ожидали, что в другой группе так сложится ситуация турнирная именно таким образом. Но, в принципе, это был самый сложный соперник для них на той стадии. И я думаю о том, что, скорее всего, англичане уже видели себя в финале, как минимум. Но все-таки, мне кажется, бельгийцы более организованы. Я, на самом деле, все-таки жду, несмотря на то, что вот та встреча была уже, и бельгийцы вроде бы выиграли, но на самом деле никто ничего не сравнивает с тем матчем. Мне кажется, все равно бельгийцы организованы побольше. То есть, мне кажется, у англичан было такое, или все, или ничего, грубо говоря, да. И будет, бельгийцы будут, что ли, больше стараться, что ли, чтобы получить эту бронзу. Ну, мы узнаем уже сегодня, каков будет итог этой встречи. Ну, а давайте теперь перейдем к полуфинальному матчу. Вот Хорватия-Англия. Англичане вели в счете, однако по ходу матча позволили сначала сравнять счет, а затем и вовсе пропустили дополнительное время, как итог поражения вот в таком важном матче. Как считаете, вот чего не хватило в этой игре именно вот родоначальникам футбола? Мы говорим, что они не могут играть 90 минут, но каковы еще причины? Ну, я думаю, что еще несколько их расслабил первый быстрый забитый мяч, очень быстрый. На 5-й минуте? Да, уже на 5-й или 6-й минуте открыли счет, и после этого, в принципе, было видно давление англичан. Вот весь первый тайм, если вы заметили, да, практически игра не отводилась от ворот хорватов, и мне кажется, это их убаюкало. И вот то, что вот как раз мы говорим, то, что они не могут играть 90 минут, мне показалось, что вот то, что они не сыграли в полную силу вторую половину матча, это как раз является следствием того, что они уже вели в счете и, вероятно, расслабились. И они просто-напросто не ожидали от хорватов такой прыти. После, как мы помним, хорваты перед этим 2 матча сыграли с дополнительным временем, которые заканчивались серией пенальти. И они просто, видимо, ожидали того, что хорваты просто-напросто уже устанут и не смогут доиграть в полную силу, и решили просто-напросто сэкономить силы на финал. И мне кажется, в этом они очень просчитались. Ну, если продолжать разговор о сборной Англии, вот родоначальники футбола впервые за 28 лет вышли в
полуфинала чемпионата мира. И как вы думаете, с чем связан этот успех? Вот такое талантливое поколение или опять-таки вот дело в сетке, или же вот в главном тренере команды вот Гаррете Саутгейте? Ну, я думаю, что здесь, в принципе, все эти факторы имеют место быть. И как я уже сказал, что, возможно, англичане специально подстроились под эту сетку, вот, что у них практически не было сильных соперников, кроме Колумбии, как раз в первом матче. Но мои знакомые, с которыми я играю в чемпионате Англии по бильярду, уже ожидали полуфинал Англия-Россия. Ну, вот действительно, в принципе, наши могли сыграть в полуфинале с англичанами, и мне кажется, именно с этой Англией наша сборная вполне могла бы побороться, несмотря на их талантливое поколение. Пока что, мне кажется, не тянут на тот уровень, ну, который, может быть, от них ждут. Ну что ж, давайте перейдем к полуфиналу. Вот другому полуфиналу. Бельгия уступила Франции со счетом 1-0. Единственный мяч этой встречи забил Самуэль Умтити. За счет чего в этой игре, по вашему мнению, вот, французы добились успеха? Ну вот, если Англия вот, попыталась сыграть по счету против хорватов, и у них это не получилось, то у французов, я думаю, как раз обратная ситуация. Они могут играть по счету, и именно за счет этого, я считаю, они в финале считаются фаворитами. Потому что один забитый мяч, в принципе, вот я предполагаю, что финал, например, не будет результативным. То есть победа с минимальным преимуществом. Да, скорее всего, будет это или 1-0 в пользу Франции, либо, если хорваты все-таки забьют первыми, тогда 2-1 в пользу Франции, либо победа хорватов, ну тоже 1-0, например, да? То есть финал явно, думаю, не будет результативным. Но хотя бы буду надеяться, что я ошибаюсь, потому что, естественно, мы все хотим увидеть как можно больше, да, больше забитых мячей. Вот. И за счет именно этого вот мы вспомним как раз и полуфинал с Бельгией. Франция забила мяч. И вот даже, кстати, вот посмотрите, вспомните, очень обоюдоострая игра была именно при счете 0-0. Как только Умтити забил гол, все, в принципе, игра практически остановилась, да. Вроде бы, ну, французы старались владеть мячом, а бельгийцы даже не могли в прессинге ничего сделать. Когда они владели мячом, ну, у них так атаки не получались, то есть французы очень хорошо расставили свою защиту. Но они просто сыграли по счету. Или даже вспомним матч против Дании на групповом этапе еще. Там тоже, в принципе, обоих этот результат устраивал. Франция на первом месте, Дания во вторую, в нижнюю сетку, где там, как мы видели, более слабые соперники. И, в принципе, ну, тоже экономили силы, они могут сыграть именно по счету. Вот так я вот считаю. Поэтому именно Франция и выиграла Бельгию. Да, ну что ж, вот вернемся к команде Англии. Да, вот очень большая ставка делается в игре англичан на стандартное положение. На текущем мундиале подопечные Гаррета Саутгейта забили 9 из 12 голов именно вот со стандартов. Как думаете, насколько сильно фокусируются сейчас бельгийцы на этом компоненте игры? Что они могут противопоставить? Но здесь они могут противопоставить только физические свои данные, мне кажется. Мне вот действительно англичане считаются всегда лидерами борьбы на втором этаже. И неважно, это будь то это или в атаке, будь то это в защите. Вот. Но бельгийцы, как ни странно, они более мощные, имеется в виду в плане роста, чем англичане. Да? Хотя вот англичане, поэтому же иногда в сборную такое складывалось ощущение, что в сборную они по росту набирают, да, футболистов. Вот. Как-то так получилось, что у бельгийцев в этот раз футболисты куда выше, плотнее. Вот. Единственное, мне кажется, может быть тем. Ну, конечно, то, что Тибо Куртуа, вратарь, знаком со многим из английских футболистов, возможно, тоже сыграет свою роль, потому что здесь, мне кажется, именно на вратаре будет замыкаться очень многое. Вот вспомним вот эти голы со стандартов, это нередко ошибки вратарей. И только уже потом ошибки защитников. Там, даже если это ошибка защиты, все равно эту защиту стенки там выставлял вратарь. Руководит, да, безусловно, да, то есть, как правило, это, то есть, мне кажется, в первую очередь здесь на вратаре, во вторую уже, конечно, физические данные бельгийских защитников.
Да, ну что ж, сегодня уже в 23:00 очень радует, я думаю, якутских любителей футбола, то, что время вполне удобное, да, в 23:00 начинается игра, и на кону бронзовые медали чемпионата мира, и, безусловно, в таких встречах нередко решающую роль играет вот мотивация. Как вы думаете, у кого выше мотивация в этой паре? Мне кажется, у Бельгии. Потому что англичане, проиграв в полуфинале, немножко сникли. Вот, кстати, тоже после полуфинального матча пообщался с английскими болельщиками в гостинице, где я жил. И, ну, откровенно потеряли интерес, мне кажется, даже к чемпионату. То есть вот, ну, несколько разочарованные результатом. И мне кажется, действительно, у бельгийцев все-таки мотивация больше, потому что на моей памяти они вообще только один раз в полуфинале, кажется, играли, да? Да, вот. Ага, и ни разу никогда не были Если добьются призерами. бронзы, это будет наивысшим достижением Да. команды за всю историю. Вот, и поэтому это будет у них вообще первая награда в истории. Поэтому, мне кажется, бельгийцы будут мотивированы больше. Ну и плюс по самой игре. Все-таки тоже я вот думаю, что эта игра будет результативно отличаться. Обе команды забьют и в те ворота, и в другие, я думаю. Ну, вот лично мой прогноз: Бельгия выиграет 3-1. Ну что ж, ну и напоследок давайте перейдем к финалу. Встречаются команды Хорватии и Франции. По вашему мнению, по какому сценарию будет проходить матч? Ну, мне кажется, обе команды начнут этот матч осторожно. Скорее всего, начнут прощупывать слабые моменты. Франция, наверное, возможно, будет постарается побольше владеть мячом, чтобы измотать соперника, потому что, в принципе, хорваты и так уже 3 матча сыграли все с дополнительным временем. Поэтому, мне кажется, Франция будет стараться вымотать в первом тайме соперника. Возможно, во втором забьет мяч, который станет единственным. Решающим. В этой Решающим, игре, да, потому что, я думаю, результативной игры не будет, потому что Франция умеет играть по счету, а у Хорватии просто-напросто не будет уже сил что-то противопоставлять в этом матче. Хотя, как мы видим, вот Хорватия и группу прошла очень уверенно, да, и в каждом из матчей плей-офф забивала мячи. Вот я предполагаю, что это будет первый матч, в котором хорваты забить не смогут. Если они даже смогут забить, ну, французы, мне кажется, смогут быстро перестроиться. Это, скорее всего, уже, мне кажется, французы забьют первыми все-таки. Если даже вдруг хорваты смогут отыграться, французы найдут, думаю, силы забить второй мяч. Но это мой прогноз. Но вполне возможно, конечно, что сложится совсем по-другому, потому что с англичанами также хорваты не выглядели фаворитами. И особенно после первого тайма многие уже махнули рукой. В этом матче все ясно, да? Ага. Но оказалось, совершенно, они смогли совсем перевернуть игру. И, в принципе, уже при счете 1-1 даже могли до дополнительного времени не доводить. Там штангу мы вспомним, да, в исполнении Манджукича. И еще были моменты. То есть, ну, хорваты создали намного больше. Ну и плюс, когда вот еще мы говорили про полуфинал, также у Англии Трипьер получил травму, как мы помним, и Англия заканчивала матч десятером, уже не имея ни одной замены. Да? Вот Англия там просто-напросто, конечно, в этом плане не повезло. Она организовала навал, но не смогла добиться своего, в отличие, например, от сборной России, которая все-таки отыгралась. Вот. Ну а в финале, мне кажется, таких поблажек уже у хорватов не будет, поэтому им будет намного сложнее. Вот такой мой прогноз на финал. Да, но действительно в футболе может случиться все что угодно за это, и мы любим эту игру. Именно, Как вот говорится, именно, да. мяч круглый, а поле ровное. Да. Ну что ж, Александр, большое спасибо, что поделились вашим мнением. У нас сегодня матч за 3-е место, впереди нас еще и главный матч турнира. Итоги этих игр мы также обязательно обсудим. Спасибо, ну и всем хорошего просмотра.